Глава Ингушетии предложил на базе молодежных советов муниципальных образований создать группы из числа добровольцев, которые будут оказывать содействие правоохранительным органам в борьбе с распространением наркотических средств. Об этом Юнусбек Евкуров заявил в ходе заседания антинаркотической комиссии региона. В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Валерий Попков, главы муниципальных образований и представители молодежных советов, которые стали инициаторами проведения рейдовых мероприятий по поимке торговцев наркотических средств. На 1 сентября 2018 года в Ингушетии на наркологическом учете состоят около 1500 человек. Из них на диспансерном учете 240 человек, а на профилактическом учете более 1200. Снят с наркологического учета в текущем году 41 человек. Такие цифры привел главный нарколог республики Джамбулат Ваделов. По сравнению с прошлым годом количество состоящих на учете наркопотребителей увеличилось на 19 человек у нас. За 8 месяцев 2018 года на наркологический учет поставлено 111 человек. Из них на диспансерный учет 6 человек, на профилактический учет 105 человек. В аналогичный период 2017 года на учет было поставлено 104. Из них на диспансерный учет 3 человека. И на профилактический учет 101. По сравнению с прошлым годом количество поставленных за 8 месяцев у нас больше на 7 человек. Подавляющее большинство поставлено на наркологический учет в 2018 году. Это молодые люди до 35 лет. В ходе совещания министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава отметил, что в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств правоохранительные органы действуют в тесном взаимодействии с наркологическими учреждениями республики. Основная цель совместной работы – снижение употребления наркотических средств и психотропных веществ среди населения. Средний уровень наркоманизации населения республики составляет порядка 60 человек на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель 350 человек на 100 тысяч. В целях повышения эффективности работы в данном направлении между МВД по республике Ингушетия и Минздравом Ингушетии заключено соглашение о сотрудничестве и информационном обмене, в рамках которого ежемесячно специалистами республиканского психоневрологического и наркологического диспансера предоставляется информация о количестве потребителей наркотических средств, поставленных на учет, а также снятых с учета. По инициативе МВД совместно с специалистами республиканского психоневрологического и наркологического диспансера проводится адресный обход лиц, стоящих на наркологическом учете. Изучается морально-психологический климат и обстановка по месту их проживания. В отчетном периоде преступления в сфере НОН, совершенных несовершеннолетними, не допущено, что свидетельствует об эффективной проводимой работе МВД по республике Ингушетия в данном направлении. Также во втором квартале 2017 года на территории республики Ингушетия не совершено преступлений несовершеннолетними лицами в состоянии наркотического опьянения, что также не может не радовать. В целях предупреждения наркопреступлений и профилактики немедикаментозного употребления наркотических средств совместно с специалистами республиканского психоневрологического и наркологического диспансеров, с представителями органов исполнительной власти, общественных организаций, религиозных конфессий, средств массовой информации было проведено 54 антинаркотических профилактических мероприятия. В учебных заведениях республики организовано и проведено 50 встреч антитеррористического характера. Охвачено около 2800 учащихся. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров предложил на базе молодежных образований создать группы из числа добровольцев, которые будут оказывать содействие правоохранительным органам в борьбе с распространением наркотических средств. Молодежь, как известно, является одним из важнейших приоритетов нашей республики, в том числе как и в стране. Ну и, конечно, надо понимать, что молодежь наиболее зависимый сектор и направление именно с точки зрения потребления наркотиками. Недавно в социальных сетях появились многочисленные ролики, на которых молодые ребята вылавливают наркодилеров. Они используют в отношении данных лиц грубую силу. По мнению Юнусбека Евкурова, в ситуации с поимкой таких преступников помощь молодежи может быть крайне полезна. Однако активисты не должны превышать свои полномочия. В Ютубе выбрасывают, как они подходят, там бьют водку, там еще спиртные напитки, там врываются в магазины. Это все противозаконное действие. За это можно, там, если не с первого раза, то со второй, третий раз попасть. Тогда начинается обида. Я вот вроде бы там за чистоту, а вот меня привлекли. Поэтому надо это все правильно понимать и всем нам вместе обезопасить, во-первых, тех ребят, которые там искренне хотят побороть это зло и помочь власти в том числе. И второе, конечно, это предостеречь их самих уже непосредственно от совершения
более тяжких преступлений, которые могут возникнуть на этом направлении. Это тоже обращаю внимание. По его словам, все начальники ГОВД и РОВД должны быть в тесном контакте с молодежными советами для борьбы с теми, кто занимается распространением и употреблением наркотических средств. Во многих регионах много случаев, когда так называемые добровольцы борьбы с различными явлениями перегибают палку и попадают под уголовное преследование. На это надо обратить очень серьезное внимание. Но уж точно власти, особенно просил бы здесь молодежные советы, у себя в каждом муниципальном образовании из таких инициативных ребят создать группы, которые будут помогать органам правопорядка. Вы только имеете право содействовать по закону и помогать органам правопорядка. А как это делать? Есть разные формы. Понятно, что основную работу здесь в этом направлении ведет МВД. Видимо, надо будет всех начальников ГОВД, РОВД настроить на то, чтобы у них всегда было прямое общение с молодежными советами и теми, кто этим занимается. Заместитель полномочного представителя президента России в СКФО отметил, что борьба с наркоманией – актуальный вопрос современности. Общественники, которые сердцем болеют и хотят искоренить это зло, могут стать двигателем в борьбе с наркоманией, с подвижниками органов внутренних дел. Раз рождаются общественники, которые видят, которые наверняка сердцем болеют о том, что не дорабатывает кое-где МВД, эти общественники и как раз являются тем двигателем, тем сподвижником, который должен быть, как уже правильно сказал Юнусбек Магомедович, помощником органов внутренних дел. Уже сейчас Юнусбек Магомедович сказал о тех роликах. Хотел бы сразу сказать, нужно уходить от популяризации данного движения, от тех избиений, граничащих с законностью всех этих задержаний, уловок и так далее, а больше переходить к конкретике. Поэтому хотел бы нацелить общественное движение, молодежь прежде всего, которая, еще раз повторюсь, я надеюсь, действительно сердцем переживает за свое будущее, за будущее своих детей, за будущее республики, идти в ногу вместе с органами правопорядка, быть им помощниками. Я не говорю о том, что вы должны, скажем так, всячески быть какими-то дружинниками и делать то, что говорит вам МВД, а наоборот, вы должны подсказывать органам правопорядка, органам внутренних дел о том, где реализуется, кем реализуется, как реализуется. А дальше уж, конечно, работа вас же, как общественников, контролировать работу органов внутренних дел по данному направлению деятельности. Ну и тут еще нельзя забывать, конечно же, о вопросах реабилитации. Юнусбек Кевкуров поинтересовался у глав муниципальных образований, какие меры предпринимаются, чтобы снизить данные показатели. Из всех слов, в городах и селах проводятся различные мероприятия с участием старейшин, представителей духовенства, органов правопорядка, которые рассказывают, в том числе школьникам, о вреде употребления наркотических средств. По мнению главы субъекта, если количество состоящих на наркологическом учете лиц не уменьшается, то данная работа проводится неэффективно. Рина Цычоева, Новости 24.